представить видео, чтобы всем было понятно о военной агрессии Кыргызстана против Таджикистана. Водораспределительная станция, известная как Головной, которая поставляет воду в 3 соседних страны, то есть Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан, была построена в советское время на территории земель, принадлежащих Таджикистану, правительством, которое в то время осуществляло погранично-административное деление. Следует отметить, что с тех пор и до настоящего времени 3 соседние страны эффективно использовали воду из этой точки водоснабжения, а киргизы, всегда создавая проблему, использовали воду и владели ею вне рамок существующего соглашения. По инициативе самих киргизов на головном водораспределительном пункте были установлены 4 камеры видеонаблюдения, с помощью которых они постоянно следили за водой и при этом использовали воду сверхустановленных лимитов. В результате таджикская сторона решила также установить камеру наблюдения на водораспределительном пункте, как и кыргызская. Но во время установки камеры наблюдения около 200-300 граждан Кыргызской республики собрались возле водораспределительного пункта и спилили столб с подвешенной на нем камерой наблюдения. В связи с этим возник конфликт, и председатель города Исфары Бахадурзода Бахадведин посетил этот район для разрешения конфликта. Во время его визита вооруженные киргизские военнослужащие, переодетые в гражданскую одежду, первыми открыли огонь из снайперской винтовки по главе органа местной власти города Исфары. В результате обстрела Бахадурзода Бахадведин был ранен, а после того, как председателя доставили в больницу, киргизы открыли огонь по гражданам Республики Таджикистан. В результате военной агрессии в Таджикистане более 10 домов в этом районе были охвачены пламенем, более 19 человек погибли и 83 получили серьезные ранения. После провокации киргизской стороны таджикские пограничники и другие правоохранительные органы оказали сопротивление киргизской военной агрессии с целью защиты границ страны, и агрессор был отведен от линии государственной границы. Следует отметить, что кыргызский народ имеет давнюю традицию нарушения договоров и поэтому не имеет хороших отношений с какой-либо соседней страной. Сами киргизы гордятся этой практикой. В ходе интервью с жертвами приграничного конфликта они заявили, что сдадутся с белым флагом, но после сдачи возьмутся за оружие и будут стрелять сзади. Еще одним историческим фактом является то, что летом 2010 года были убиты около 500 узбекскоязычных жителей Ошской области Республики Кыргызстан. Разве это не преступление и не действие, выходящее за рамки международного права? Это намеренное нападение на суверенное государство путем провокации и конфронтации. Тщательный анализ данного события показывает, что действия военных структур Республики Кыргызстан нарушают международные, национальные и пограничные нормативные акты Таджикистана и нормы международного права.